Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В минувшую пятницу наша страна отметила Международный женский день. О том, какие мероприятия прошли в Сосногорске, расскажем через несколько секунд. А пока некоторые темы выпуска. Команда Республики Коми. В регионе стартовал конкурс на включение высококвалифицированных специалистов в резерв управленческих кадров. Накануне Великого Поста. Жители и гости города в минувшее воскресенье отгуляли задорную Масленицу. Спортивные выходные. Первенство по рукопашному бою и турнир по баскетболу в рамках Лиги Глухаря. Празднование Международного женского дня в нашем районе началось еще накануне. Так, 6 марта воспитанники Дома детского творчества подготовили для мам и бабушек концертную программу «Весенний букет». А уже 7 марта для жительниц Сосногорска концерт дал заслуженный артист Республики Коми Александр Балашов. Но вначале всех собравшихся с Международным женским днем поздравил глава района Сергей Дегтяренко. Этот праздник олицетворяет красоту, любовь, наступление весны. Милые дамы, вы делаете наш мир ярче. Вы самые любимые и дорогие в нашей жизни люди. Желаю вам счастья, успехов, благополучия. Пусть каждый день будет согрет теплом родных и близких, наполнен любовью и радостью. Теплые слова в адрес женщин сказал и сам заслуженный артист. И хотя на улице еще лежит снег, я вижу по вашим глазам, по вашим улыбкам, что в душе у вас уже началась весна. Желаю вам счастья, здоровья, любви и всего-всего-всего. И много-много-много. На сцене Дома культуры «Горизонт» Александр Балашов представил концертную программу «Лики любви». И, как несложно догадаться, практически каждая песня была пропитана нежностью и любовью. Я брожу, мечтая и любя, даже солнце светит по-особому. С той минуты, как увидел я тебя. А уже в сам праздничный день, 8 марта, на сцене городского Дома культуры «Горизонт» прошел ежегодный районный вокальный конкурс «Две звезды». Он стал отличным подарком жителям и гостям города в этот весенний праздник. На мероприятии побывала Елена Двожик. Ежегодный конкурс собирает рекордное количество зрителей. Еще бы, ведь на сцене в этот день как любимцы сосногорской публики, так и новички. А им поддержка зрителей очень нужна. В этом году за титул лучшего дуэта Сосногорского района сражались 13 пар. Среди участников – воспитатель и школьница, заводчанин и повар, пенсионер и бизнесмен, врач и домохозяйка, лаборант и завхоз. Но всех их объединяет одно – любовь к песне. Будем счастливы и любимы мы, грани ясными, безлюбимы мы. Будем счастливы до сияния глаз, да не погасим мы, не погасят нас, не погасим мы, да не погасят нас. В этом году тематика песен так или иначе была посвящена главному весеннему празднику. Ведущие концерта то и дело осыпали участниц и зрительниц комплиментами, побуждая мужскую часть зала присоединиться к ним аплодисментами. А оваций в зале в этот день звучало действительно очень много. Для кого-то из исполнителей в качестве моральной поддержки, а кому-то как благодарность за великолепное исполнение. В этом году районный конкурс «Две звезды» расширил свою географию. Помимо городских дуэтов, в нем приняли участие певцы из поселка Керки, а также гости из соседней Ухты. Оценивало конкурсантов жюри, в состав которого также вошли люди разных профессий. А некоторые из них, как, например, Андрей Зверев, когда-то и сами стояли на этой сцене в качестве конкурсантов. Я хочу сказать, что все присутствующие здесь на сцене победители.
Потому что выйти на эту сцену, выступить – это уже победа. Поэтому я всех хочу поздравить с победой. Определить победителей было непросто. Каждый дуэт был индивидуален и прекрасен по-своему. Однако конкурс есть конкурс. В этом году пьедестал 2 звезд выглядел следующим образом. Диплом за 3-е место получили Алена Мацкевич и Любовь Хазова. Второе место у гостей из Ухты – Кристины Ахмедзяновой и Максима Шувалова. Обладателями диплома 1-й степени и приза зрительских симпатий стали Ольга Суворова и Андрей Удалов. Помолимся за родителей, ангелов наших хранителя. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Гран-при конкурса «2 звезды 2019» по праву досталось Софье Справцевой и Павлу Галюк, воплотившим на сцене символ вечной любви Ромео и Джульетты. Полную версию концерта «2 звезды» смотрите в среду 13 марта на местном кабельном телевидении в привычное для вас время и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. А теперь к другим новостям. В нашем регионе стартовал конкурс «Команда Республики Коми» на включение соискателей в резерв управленческих кадров республики. Первый этап оформления заявок и анкет продлится до 29 марта. Все подробности в материале наших коллег из телеканала «Юрган». Твоя республика, твоя судьба. Создавай будущее с командой Республики Коми. На первый взгляд, стать чиновником непросто. Квалификация, стаж, опыт, ключевые позиции, пробел по одной из которых существенно снижает шансы. Но в этот раз будет все по-другому. И, по мнению республиканских властей, региональный конкурс «Команда Республики Коми» – это верный шанс для неравнодушных и энергичных. Управление республикой, как и управление любым субъектом, это огромная, сложнейшая, многомерная, многофакторная задача. Поэтому для эффективного управления нам нужны управленческие кадры, молодые, свежая кровь. Это люди честные, принципиальные, которые готовы вложить свои знания, свою энергию, свой талант в развитие отраслей, в развитие системы управления нашей республики. Люди, которые пройдут и победят в этом конкурсе, будут участвовать в работе органов исполнительной власти, муниципальных органах и ведущих предприятий нашей республики. Безусловно, это даст прорывные положительные результаты в достаточно короткий срок. Это очень важно. Такие конкурсы сейчас проводятся по всей территории Российской Федерации. Мы также уделяем этому огромное значение. Итак, кто может стать резервистом госслужбы и войти в команду Республики Коми? Секретов здесь нет. Условия стали демократичнее. Например, возрастной критерий расширился от 25 до 50 лет. Понятно, что люди с судимостью спокойно проходят мимо. Анкету можно найти на сайте. Победителей конкурса ждет не просто условная вакансия, его ждет личностный и профессиональный рост. Победители конкурса смогут пройти обучение по специальной образовательной программе, которая включает в себя очные и дистанционные курсы повышения квалификации, всевозможные мастер-классы и тренинги на повышение личной эффективности. Также победителям конкурса будет представлена возможность поучаствовать в совещаниях, круглых столах, экспертной деятельности органов власти, на которых они смогут высказать свое мнение, дать предложения для дальнейшего развития Республики Коми.
Также за каждым резервистом, за каждым победителем будет закреплен наставник из числа руководителей и заместителей органов власти, заместителей председателя правительства, руководителей муниципалитетов, а также топ-менеджеров крупных предприятий Республики Коми. Чиновник регионального Минтруда и соцзащиты Алексей Ускерев, что такое конкурс резервистов, знает не понаслышке. Он победитель 2015 года. И тогда, говорит, даже не представлял, насколько кардинальными станут изменения. Конкурс, он позволил мне приобрести определенные навыки, новых знакомств, познакомился с многими умными, интересными людьми, получил новые компетенции в части командообразования, в части современного понимания лидерства. Вот. И все это, в принципе, дало мне толчок к развитию. И в итоге, как меня пригласили на соответствующую должность. Да, это большая ответственность, которую я получил, но это интересная работа, в которой я могу себя реализовать. Сегодня Алексей Ускерев, начальник управления труда. Режим работы 24/7 его уже не пугает, как раньше. Все дело в специальных тренингах и развитии комплекса компетенций. Кстати, в Минтруда, занятости и социальной защиты Алексей не единственный победитель регионального конкурса. Самая медийная личность министерства Александр Хохлов тоже в прошлом резервист. Несмотря на обывательское мнение, что в органах власти справится любой, это действительно сделать не всегда просто. С другой стороны, именно конкурс является тем очень открытым и ясным механизмом для всех, чтобы при желании действительно работать в органах государственной власти. У нас в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми работает несколько победителей резервистов. Мне, как начальнику управления занятости, тоже очень приятно осознавать, что для того, чтобы стать государственным служащим в Республике Коми, есть все возможности, то есть все пути открыты. И поэтому каждому из тех, кто сейчас является будущим резервистом, кто думает, участвовать или нет, у меня есть совет единственный – участвовать обязательно. Совет от Александра Хохлова очень пригодится руководителю частной компании Сергею Волкотрубу, решившему стать конкурсантом. Анкету соответствия он решил заполнить в присутствии нашей съемочной группы. Вот у нас открывается анкета, где можно заполнить свои данные для попадания возможного в команду Республики Коми. Гражданство. Должны соответствовать гражданству. Конечно же, мы живем в России, Российской Федерации, чем вас заинтересовал данный конкурс. Так, конкурс – возможность работать в команде. Напишем быстренько сейчас. Если перейти по этой ссылке, то, соответственно, откроется перечень документов. Хочется попробовать обозначить для себя какие-то новые горизонты, попробовать себя в чем-то новом. Потому что, как известно, законы менеджмента, они универсальны. И подходят, в принципе, для любого направления, для любой деятельности. Первый этап конкурса только стартовал. Прием заявлений завершится 29 марта. Отчет для кардинальных изменений в вашей жизни пошел. Максим Васильев, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар. Сегодня у православных начался Великий пост. Он считается самым строгим и готовит христиан к достойной встрече главного праздника – Воскресения Христова. Из 4 многодневных постов Великий является основным, самым продолжительным и строгим. Он включает 6 седмиц или 40 дней. Пост – это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от определенной пищи, но от всех вредных привычек и увеселений. Добавим, в этом году Великий пост продлится до 27 апреля, а 28-го православные отметят Пасху. А вот минувшая неделя для жителей нашей страны была масленичная, завершением которой стали проводы зимы на главной площади города. В воскресенье перед Домом культуры «Горизонт» развернулось праздничное гуляние. Сотни сосногорцев пришли встретить матушку весну и отведать масленичных блинчиков. Подробнее в нашем материале.
Веселые проводы зимы, призыв к весне, песни, танцы и хороводы. В этом году для жителей Сосногорска устроили настоящий праздник, где они не могли отказать себе ни в чем. Веселые ведущие, скоморохи и, конечно же, самый главный персонаж праздника – Ее Величество Масленица. А блины – непременный атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой. По традиции зиме устроили достойное с почестями прощание. Ведущие, в свою очередь, поведали о древних традициях Масленицы, о том, как принято отмечать каждый день, с понедельника по воскресенье. Также весело, задорными русскими песнями и частушками прошли масленичные забавы. Перетягивание каната, зимний футбол, поднятие гири. На свежем воздухе дети и их родители не упускали возможности поучаствовать в каждом конкурсе. А сейчас вот дети бросают в эти кольца, в эти диски, где, значит, цифры нарисованы. И кто больше попадет, тот получит большой балл. Ну, конечно же, не проходит без сладкого приза. Все получат, детки, сегодня сладкий приз. Сегодня хорошая, замечательная погода. Поэтому всех с праздником, с Масленицей всех. А вот участницы объединения «Волонтеры Победы» с большим удовольствием взяли на себя ответственность развлекать малышей. В ярких костюмах ребята проводили всевозможные конкурсы и не давали детям соскучиться. Сегодня тут проходит Масленица. Очень веселое мероприятие на самом деле, происходит ежегодно. Мы решили в костюмах выйти и поиграть вместе с детьми. Мы водим хороводы, играем в разные игры, поэтому очень нам весело. Дети все стеснялись, а потом разыгрываешь их, и они уже более-менее не стесняются. С детьми очень весело, почему бы и нет. В заключении все с удовольствием поедали вкусные и пышные блины, а затем с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. А вместе с ним все беды и напасти. В общем, праздничное гуляние в Сосногорске прошло на славу. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Минувшие выходные были богаты на спортивные мероприятия. Так, в Ледовом дворце «Звездный» прошел турнир по хоккею среди любительских команд. На стадионе «Гладиатор» очередные игры по мини-футболу на снегу. А в самом клубе единоборств – первенство по рукопашному бою. Среди участников более 70 спортсменов, и каждый в этот день выкладывается на полную. И что немаловажно, проводят честные поединки. Ведь это прежде всего спорт. На мой взгляд, в честной спортивной борьбе проходят бои. Некоторые бои очень интересные, некоторые не столь интересны, потому что новички выступают, но тем не менее в хорошей спортивной борьбе. Пожелаю ребятам всем спортивных успехов. Значит, поздравляю девушек с наступившим 8 марта, в честь которых и проходят эти соревнования. Ну и успехов на соревнованиях более высокого ранга. Анастасии Лавановой еще только 15 лет. 1,5 месяца назад она приняла решение попробовать себя в таком виде спорта, как рукопашные бои. Сегодня ее первый выход на татами. Все эти дни девушка усердно готовилась. Усиленные каждодневные тренировки по 2 часа, мотивации наставника и помощь друзей. С такой целеустремленностью и верой в себя Анастасия собирается достичь высоких результатов. Это очень интересно, это очень сплочает именно дух, тело, твердость характера, вырабатываются какие-то хорошие привычки, которые помогут мне в дальнейшем. Вот. И деваю лишнюю энергию и деваю в нужное русло. Отмечу, что этот турнир организаторы посвятили главному весеннему празднику. Международному женскому дню был посвящен и второй тур баскетбольного турнира Лиги Глухаря 3х3. Он прошел в этот же день, но уже на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса. О том, кто стал победителем, узнал Павел Дурников. Уже ставшие традиционными соревнования по баскетболу Лига Глухаря в этом году немного дополнили формат игры. Теперь, помимо привычного турнира, который стартует 17 марта, организаторы проводят игры по схеме 3х3 и каждый раз посвящают тому или иному празднику. Сам турнир у нас проходит по системе туров, то есть первый тур у нас был на 23 февраля, второй на
8 марта, следующий планируется на День космонавтики. Вот, и все результаты, они будут учтены в общей таблице. Среди участников 14 команд, которые представляют Ухтинский и Сосногорский районы. Для экономии времени играют сразу на 2 кольца, и поэтому турнир проходит практически в режиме нон-стоп. По словам организаторов, такой формат игры нашел среди команд только положительные отзывы. Ведь за день ребята не только смогут поиграть, но и пообщаться между собой. Ведь за турнирный день на площадке собираются более полусотни любителей баскетбола. Этим видом спорта я занимаюсь с детства. У меня отец занимался баскетболом. Они становились чемпионами России еще в свои года, поэтому так сложилось. Капитан ухтинской команды, которая, к слову, стала победителем первого тура, отметил, что к золоту их привела удача. На первый тур приехало не очень много сильных команд. Вот, я считаю, что нам повезло в этом плане. И у нас была достаточно сильная команда, и мы выиграли. Очередные игры в рамках Лиги Глухаря пройдут уже в апреле. Так что приходите и поддержите любимую команду. Павел Дурников, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, на этой неделе вернутся морозы. Со вторника на северные районы распространится антициклон из Арктики. Температура в ночные часы будет понижаться до минус 20 градусов. Днем гораздо теплее. Столбик термометра будет в районе минус 6. На юге республики под влиянием циклонов пройдут снегопады. Морозы будут мягче. Ночная температура минус 10, минус 15. Днем около минус 5 градусов. Пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А сейчас совместный медиапроект правительства Коми и Республиканского центра информационных технологий «Дословно». В очередном выпуске речь пойдет об итогах года добровольца Республики Коми. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Наши проекты, они сегодня одни из лучших на северо-западе. Нас знают в стране. Наши проекты действительно завоевывают призовые места. Буквально недавно мы получили соответствующий приз. 8 миллионов рублей на развитие волонтерского движения. Конечно, у нас Доброштаб, известный в стране. До прошлого года у нас было 10 тысяч волонтеров. А, извините, в этом году у нас уже 16,5 тысяч.